Уважаемые коллеги, рады всех приветствовать на нашей пресс-конференции. Хочется несколько слов перед тем, как у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, сказать о мероприятии. Данная пресс-конференция происходит в рамках межрегионального общественного проекта «Движение к возрождению», которое инициировано нашим московским лидером, который Иван Викторович Иванов у нас сидит в президиуме. Остальные гости — это Алексей Геннадьевич Старцев, заместитель председателя правительства Республики Коми Александр Борисович Пасечник, представитель Ассоциации ветеранов Афганистана, президент Федерации Республики Коми Петр Суворов, ну и, конечно же, олимпийский чемпион по боксу Александр Владимирович Поветкин. Данное мероприятие не случайно происходит в Сыктывкаре. На самом деле, с начала года несколько городов уже этот проект охватил. Много спортсменов поприсутствовало на мероприятиях данного движения. Но об этом подробнее, наверное, расскажет нам Александр Иван Викторович Иванов, исполнительный директор Ассоциации «Щит и меч». Прием. Да, рад всех приветствовать. Мы давно к вам собирались, наверное, года 3, да? Как давно мы... Около того, года 2. Да, кратко. Иванов Иван Викторович, исполнительный директор Ассоциации спортивных, патриотических и ветеранских организаций «Щит и меч». И еще одно наше общее достижение: мне дозволено возглавлять клуб единоборств «Род», город Москва. Собственно, наверное, с него и началось. И для нас, тех людей, которых я представляю, клуб заметил в свое время Александр. И пришли мы к тому, и парни заметили нас в числе первых. Кстати, Андрей Чемашкин, Павел Секретарев, Петр Суворов в числе первых приехали к нам в Москву, посмотрели, а как, а что, а можно ли, какие тяготы и лишения нас ждут. Мы все это пересказали, рассказали, сказали, что сложно будет, тяжело. И их это вдохновило, и на сегодняшний день вы в своем городе имеете, и, наверное, в республике, достаточно стабильный, сильный, уверенный клуб, который возглавляет амбициозные, хорошие, пусть и молодые, на мой взгляд, управленцы, на которых мы опираемся и всегда стремимся их поддержать. Более того, здесь в зале присутствуют уже спортсмены, которые выступают на высоком профессиональном уровне. Я говорю про Андрея Селецова, поскольку знаком лично, и на наших турнирах он выступал. Так что и крайнее его выступление, пусть не самое победоносное, но впечатлило знатоков и профессионалов смешанных единоборств. Почему мы приехали в город Сыктывкар, Республика Коми? Потому что не могли не приехать, и видя, сколько усилий, продвигая спорт, здоровый образ жизни, ведя активную общественную деятельность, ведут парни, которые ваши представители, которых я уже упоминал. Давно мы стремились, видя, что это делать просто необходимо, к очередному объединению общественных и спортивных организаций. Наверное, в разных поколениях, в разных годах к этому все рано или поздно приходят. Ну вот мы считаем, что мы очередная волна таких, в хорошем смысле, активистов на базе спорта. Спорт сегодня популярен, молодежь в залы спортивные идет, молодежь амбициозная. Ядром, можно сказать, является, которое нужно взять во внимание, это околофутбол. Последние события все вы видели, как наши околофутбольщики неплохо себя показали, в отличие от футболистов. Пусть не все там было в правовом поле, но если это эмоционально придать окраску, то, наверное, не самые последние наши околофутбольщики в Европе. Но вместе с тем это тревожная такая среда, которую надо, мы считаем, сохранить в правовом поле и сохранить парней как для родителей, так и, собственно, и для страны, и в том числе и для нас, потому что если это переходить границы, ничем хорошим это не закончится. Так вот, 2 года назад мы приняли участие в конкурсе на получение президентского гранта. Вдохновил нас Александр, в том числе и его соратники, близкие друзья подсказали, что нужно, как и что в этом направлении необходимо двигаться. От фонда Александра, фонд называется «Возрождение», мы, собственно, с одноименным проектом мы вышли на конкурс, цель провести Всероссийский форум спортивных патриотических организаций.
И он состоялся, и конкурс мы выиграли, и провели в Москве, и там ваши парни присутствовали и имели возможность, а мы об этом их попросили, подготовили выступление о социальном проектировании, что особенно для нас знаково, и представители из других регионов отметили, что, оказывается, в городе Сыктывкаре вон какие ребята смышленые, опытные, и делятся опытом, и на сегодняшний день обращаются к ним за этим. Мы, как ассоциация, как движение, на сегодняшний день все идет к тому, что формируется, я бы сказал, движение под одноименное название «Возрождение». Заинтересованы в сильных регионах, в сильных наших соратниках. И наша цель прибытия сюда как раз поддержать, чтобы те, кто еще не знает здесь у вас в городе, в республике, что у вас есть такие самодостаточно сильные, амбициозные люди, вот, собственно, может, если сами не увидели, может, с нашей помощью их заметят. Я думаю, для начала достаточно. Благодарю. Спасибо, Иван Викторович. Хочется отметить, что проведение как этого, так и многих других мероприятий было бы невозможно без поддержки на самом высоком уровне. И, Алексей Иванович, может быть, расскажете пару слов про эту самую поддержку, как мы с вами к этому пришли? Работает, да, по микрофону, не слышно? Да, добрый день, дорогие друзья. На самом деле, действительно, проект движения Возрождения – это хорошее, большое дело. И сегодня такое знаменательное событие для республики. Не так часто нас посещают спортсмены такого высокого уровня, как Александр, олимпийский чемпион, чемпион мира. Поэтому действительно хорошая возможность пообщаться, хорошая возможность задать вопросы. И сам Александр такой хороший пример, когда своим трудом, терпением и профессионализмом можно достичь действительно большого успеха. Поэтому действительно, как сказать, в республике действительно большой потенциал, и нужно вот этот потенциал направлять в правильное русло. Тогда наша республика будет сильной, действительно будет как бы опора для страны, для России. И занятия спортом, занятия историей, патриотическим движением, все это создает такую хорошую основу для нормального здорового общества. Поэтому в ближайшие 2 дня нам предстоит такая насыщенная программа. В ближайшее время посетим интернат Католикова, секцию бокса. Александр там пообщается с спортсменами. Завтра мы посетим детский лагерь «Мечта». Александр покажет завтра мастер-класс ДЮСШ-2. Программа достаточно насыщенная, и будет хорошая возможность действительно пообщаться, задать вопросы. Алексей Геннадьевич, правильно заметил Алексей Геннадьевич, что основным компонентом данного мероприятия является патриотическое воспитание. А патриотическое воспитание, как мы все с вами понимаем, невозможно без связи поколений, в частности, с тем поколением, которое прошло через различные горячие точки. И представителя Ассоциации ветеранских организаций Александра Борисовича Пальчика тоже попрошу взять слово и рассказать о его видении. Здесь присутствуют представители ветеранской организации. Наша организация существует уже около 30 лет, кто-то больше, кто-то меньше. И все это время одно из главнейших направлений своей деятельности мы всегда считали патриотическое воспитание. И считаем и будем этим заниматься. И масса военно-патриотических клубов немыслима без занятия спортом, особенно единоборством. Поэтому нас радует то, что Александр такого уровня спортсмена подключается к этому вопросу, и мы готовы взаимодействовать с вашим фондом, если потребуется. И спасибо, что приехали к нам. Слово представим также президента Федерации ММА Республики Коми Петру Суворову, та организация, которая, в общем-то, занималась организацией визита Александра Поветкина здесь на месте. Добрый день всем. В первую очередь хочется сказать огромное спасибо Ивану, Александру за то, что они приехали, наконец-то к нам, откликнулись на все наши просьбы. Очень грандиозное событие и большое вообще в целом для Республики Коми, потому что приезд всегда человека такой величины, как Александр Поветкин, это всегда взрыв.
причем не только спортивной общественности, но вообще, я думаю, что равнодушных к этому приезду не останется. Вот. И всегда это взрыв для нашего спорта республиканского, то есть люди, которые никогда, допустим, спортом не занимались, но приехав, посмотрев на Александра, зарядившись его позитивной энергией, то есть они придут в эти секции заниматься. Также Александр является одним из, я считаю, символов нашей страны, который представляет нашу страну на международных соревнованиях. Вот. И смотря на выступление его в профессиональном ринге, но даже и в любительском спорте, то есть, как бы, я не думаю, что ни у кого, что хоть кто-то не будет горд за страну, за наш бокс, наш профессиональный любительский бокс, потому что сейчас, к сожалению, у нас радости все меньше и меньше остается. Последний чемпионат Европы по футболу показал, что не во всех видах спорта мы можем показать себя с лучшей стороны. Вот. Но, опять же говорю, то есть у нас остаются русские богатыри, вот, которые несут наше знамя, наше величие нашей страны на международных соревнованиях и доказывают, что мы сильнее всех. Вот. А также хочется отдельно сказать спасибо нашему правительству Республики Коми, которое поддержало нас в наших начинаниях, вот, и, собственно, помогло в визите столь большого человека. Ну и Коль Иван уже упомянул по поводу форума, как вообще все это начиналось. Да, на самом деле, съездив на первый форум Возрождения в Москву, то есть посмотрев на все происходящее и увидев действительно то, что как бы, можно двигаться в верном направлении, вот, и можно развиваться. Ну, то есть, грубо говоря, действительно этот форум, так сказать, немного стал таким переломным в нашем мировоззрении, то есть мы поверили, мы поняли, что можно делать и больше того, что мы делаем. Спасибо, Сергей. На самом деле, от себя тоже добавлю, что поездка на форум в феврале прошлого года, на первый форум «Расцвел защитный меч» фонда Александра Поветкина, действительно стала переломным моментом в нашем развитии. В первую очередь по той причине, потому что мы поняли, что не мы одни такие уникальные, что по всей стране, по всем городам есть люди, есть энтузиасты, которые живут не сиюминутными какими-то интересами, а которые думают намного шире собственного забора, собственного огорода и хотят чего-то достичь не только для себя, но и для всех вокруг. И сделают нашу жизнь, нашу страну самой великой, самой могучей и спокойной, комфортной для жизни. Ну и в заключение, наверное, несколько вышляющих слов попросим сказать Александра Поветкина все-таки. Добрый день. Приятно присутствовать здесь. Первый раз у вас в гостях. Интересно, красиво. Город мне понравился. Хочется сказать про наше движение Возрождение. Знаете, на самом деле, помимо спорта, хотя спорт, в частности, боевые искусства, единоборства, они дают мужчине, я сейчас про мужчин, развиваться как личности, не знаю, уважение иметь. У нас тренера всегда, когда нас тренировали, и Иван так то сейчас делает, и многие ребята, у нас много спортзалов, учат знать историю, уважать старших, не обижать слабых, любить свою родину, идти служить в армию. У нас все ребята, которые у нас тренируются, они хотят идти служить в армию. Не отмазаться там, а идти служить в армию. И уже много ребят служили в спецвойсках, в МВД, вооруженных силах, десантники, спецназ десанта, 45-й полк ВДВ, это считается самый сегодняшний день элитный, самый элитный, да. Самое, почему мы этим вообще всем занялись?
потому что хочется, чтобы наши ребята были умнее, были сильнее, чтобы любили свою родину, не старались бежать куда-то там в Америку, там, в Германию, не знаю куда. Я там был везде, в принципе, и скажу честно, делать там нечего. И те люди, которые там живут, переехали давно, некоторые, со слезами на глазах вспоминают Россию и хотят вернуться, но нет уже возможности. Так что любовь к своей родине, любовь к своему народу, здоровый образ жизни – это обязательно. Сейчас, знаете, раз смотрю, когда идет девушка с коляской, сигаретой, с пивом в руках, больно становится. Хочется, конечно, чтобы у нас были и девушки красивые, здоровые, и ребята то же самое. Потому что нормальный парень никогда не разрешит своей девушке ни пить, ни курить. Вы сами прекрасно понимаете, что то же самое здоровое поколение будет только от здоровых родителей. Как сказали ребята, форум создан для того, чтобы объединить нас всех, чтобы мы друг другу помогали в чем-то. Как найти общий язык с администрацией, как продвигаться там по всяким турнирам, по форуму. Как раз Иван Иванов на этом очень сильно развивал эту тему, всегда меня подталкивал: давай, Саня. Я с ним, в принципе, полностью согласен. И сейчас я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Сейчас, по ходу, если есть какие-то вопросы у кого, вы задавайте, я с удовольствием отвечу. Спасибо, Александр. Ну давайте приступим к вопросам. К вам будет подходить немножко и подавать. Добрый день, Александр, Союз ветеранов Афганистана, руководитель спортфонда. Ну, чтобы разрядить обстановку, в качестве общественной нагрузки не хотели бы возглавить сборную по футболу. Тренера, который сейчас, наверное, лучше его отправить в Большой театр. Но это так, как сказать, чтобы разрядить обстановку. Вообще, спасибо вам большое, что вы приехали. Действительно, для нашего города это событие. Спортсменов такого уровня, это такой стимул для молодых спортсменов, для из нас, которые еще продолжают заниматься спортом, как ни странно. Спасибо вам большое. Вы правильно сказали. Благодарю вас. Надо, вы знаете, у меня такая славянская идеология, я всегда придерживался. Но всегда есть у каждого народа чему поучиться. Я вот заметил систему карате, там, у японцев. Вот они занимаются, тренируются, ездят, поступают, потом уже становятся старенькие, они занимаются с детьми, сами тренируются. И вот это как уже образ жизни идет до самого практически конца. А у нас там позанимался немножко, потом уже все, хватит тренировок, еще что-то. Этого не должно быть. У нас много друзей, ребят, у меня близкий друг, который со мной тренируется, занимается спарринг партнер, хотя ему уже 41, 42 год идет. Ну, человек занимается этим. А когда мне рассказывают, что 30 лет уже ветеранами стали, мы уже ветераны, там, не сможем уже. Я думаю, недаром такой знаменитый боксер, как Форман, Джордж Форман, чемпионом мира стал, если не ошибаюсь, или в 49, или в 50 лет. Выиграл у Майкла Морра. Точно так же, как недавно был чемпионом мира в свои 48 Хопкинс, проиграл нашему Сергею Ковалеву, на данный момент сильнейшему боксеру мира в своего весовой категории. Так что, когда дети будут видеть таких родителей, как вы, которые занимаются, не пьют, не курят, они будут делать то же самое. Когда мы рассказываем своим детям, что нельзя пить, курить, а сами пьем, курим и ничего не делаем, то, конечно, они будут, знаете, все по поступкам. Я всегда говорил, все должно быть по поступкам. Слова — это все ерунда. Сегодня можно, как говорится, обещать жениться, не значит жениться. Так что все поступки. Благодарю вас за вопрос. Пожалуйста, следующий вопрос.
Можно я спрошу, да? Не могу не обратить внимание на название «Возрождение». А раз возрождение, значит, чего-то не хватает, да? Что-то убывает, так сказать, что-то нужно возродить. Но не будем обращать внимание на наш футбол. Что для вас понятие возрождения значит? Знаете, я еще помню, разговаривал с ветеранами, со стариками Великой Отечественной войны, боевых действий. Там, знаете, честь, совесть. То, что сейчас, наверное, потихонечку исчезает. Наверное, вот это самое главное. Любовь к родине, любовь к маме, я не знаю, к своему народу, ко всему, короче. Вы знаете, сейчас большинство людей, знаете, ну, вот сейчас спроси, у кого какая, ну, все хотят ничего не делать и быть богатыми. Вот это вот, ну, у всех. Большинство. Я не говорю у всех, но большинство. Да. На самом деле, надо работать, надо трудиться. У нас люди, некоторые уже разучились это делать. Я не говорю за всех, но некоторые на самом деле разучились. И самая, наверное, больная тема, для меня, по крайней мере, это алкоголь, наркотики. Сколько ребят молодых умирает от этих спайсов, от алкоголя, от всего. Только что немножко поменять у них мозги не поменяешь, ну так, знаете, направление поменять. Когда кругом будет здоровое общество, когда ребята, вот, почему у нас в спортзал приходят, много детей занимается, и вот у них уже коллектив такой. И там кому-то будет просто, как сказать, по-русски западло будет где-то выпить, покурить, потому что каждый человек воспитывается там, каждый парень воспитывается для того, чтобы ни в коем случае не пить, не курить, любить свою родину, быть сильным, быть красивым, быть мощным, быть образованным. Знаете, и когда, я вот как раз сейчас говорил, когда дети растут и видят, что их родители или их друзья все пьют, курят, конечно, они будут то же самое делать. А когда здоровое общество, когда кругом здоровые ребята, которые занимаются спортом, не пьют, не курят, любят свою родину, любят свой народ. Знаете, мне это сказано, я помню такие ситуации не один раз было, когда, например, в каких-то мероприятиях там одного там русского парня бьют какие-то нерусские ребята, да? Кругом сотни русских, никто не подойдет и не заступится. Поверьте, в других странах, ну я не считаю европейских, там, ну ладно, не в странах, даже в республиках, такого бы не было никогда. Так что мы должны быть дружные, мощные, сильные. Это не значит относиться агрессивно к другим народам. Надо, знаете, надо относиться по их делам, наверное, так, как они себя ведут, как они к нам относятся. Все. Потому что у меня работает микрофон, а раз он работает, значит он добавит. Базовые вещи сказал Александр, что я считаю нужно, да и другие тоже. Совершать нужно поступки, друзья. Ибо поступок – это, наверное, наилучшее проявление патриотизма. Взять на себя чуть больше ответственности, не бояться, потому что любое действие, любая инициатива, мы все знаем, наказуем. И вот кто поселил это в наших умах, и мы этому всему поверили, ну вот, наверное, того надо найти и сделать нехорошо. Да. А поскольку здесь мы, как минимум, все присутствующие уже поняли, что надо совершать поступки, надо не бояться брать на себя ответственность. Вот сегодняшнее мероприятие – это ровно то небольшое проявление, о чем я говорю. Мы могли и не участвовать в конкурсах на получение президентского гранта.
Потому что до этого разные люди говорили: о, да там надо заплатить, да там уже все распилили, миллиарды туда-сюда и прочее. А у нас нужда была, уже тяжко нам там клуб содержать, аренду платить и так далее, и развивать и наращивать успех. И получается, нужда иной раз и что-то полезное из этого получается. Начали обращаться, начали эту тему обсуждать, то есть уже начали мы себе искать проблемы, собственно. К этому процессу душевно подключился Александр. Ну, раз мы уже задачу на себя эту поставили, значит, соратники, наши сподвижники, тот знает того, этот за это переживает. И вот на сегодняшний день результат. Конкурс, оказывается, можно выигрывать, платить за это никому не нужно. Президент ждет, как мы сейчас, я могу это сказать, да, я вот так и не думал, там года, допустим, 2 назад. Он выделяет 6 миллиардов в год примерно, ну, чуть плюс-минус, там, 1-2 миллиарда, на поддержку социальных инициатив. Он ждет от населения, вы там двигаетесь, вот деньги, но их не дадут, да, на, и все. Я вам скажу, это очень тяжко, это куча бумаг, отчетов, туда-сюда, и то есть он при этом за это-то и не платит. Если бы там у нас был в ассоциации бухгалтер уровня там Газпрома, наверное, где получали там 1300, да, может, больше. А там такие вот, как я, как Андрей, как Петр, вот мы тут все бухгалтера выходим, можно сказать, на такой уровень. Но мы будем это делать, пусть не хочу, но буду. Потому что надо действовать, надо двигаться, надо наращивать общественную активность. Вы хотите, чтобы в подъезде были чистые? Ну, наверное, решите, кто был старший в подъезде. Ну, лучше, конечно, этого не делать. Хочется закрыться, телек врубить, а лучше уже не телек, вот дальше давно уже все, по крайней мере, в Москве одолели. Одним словом, вот что нужно возражать. Двигаться надо на всех потихоньку, желающих. Комсилы есть. И хочу вам сказать, и парни подтвердят, вот что форум провели, 200 человек со всей России съехали, 40 регионов, и потом, как грибочки, начали образовываться клубы.